Хожу вот так легко, тебе разбиваю вот так вот. Там на полу приходится ночевать, так и ночую. Закуток в коридоре подъезда уже 4 года как ночлежка. Здесь Рустем Мухаматуллин спит, готовит еду. Вот эту плитку, чай, суп, пожалуйста, там варю, это проблем нет, ничего, не голодный, ничего. Умывается на улице и в торговых центрах. Бомжем поневоле, говорит, стал из-за родного брата. Он в доме лежал, человек ненормальный, неадекватный, с головой беда, 7 судимостей имеет. Он взял втихаря, сделал, оформил купли-продажи. Теперь после этой купли-продажи все, как мама не стала, он взял меня тут высел. Родной дом прямо по соседству, как говорит Рустем, брат после смерти матери сдал квартиру гостям из ближнего зарубежья. 3 человека живет. Ага. Ну бывает и побольше собирается. Да? В однокомнатный Рустем прописан не был. Признать договор купли-продажи недействительным он пытался через суд, но проиграл. Соседи же на мужчину не жалуются и уже привыкли к его вещам в коридоре. Хороший он, себе никому не мешает, никакой плохой слова не скажет. Ну как вам такое соседство? Ничего не могу сказать по этому поводу. Против такого соседства управляющая компания «Дом на Чуйкова, 13», одноподъездный, коридорного типа. Мужчина самовольно установил двери и перекрыл противопожарный выход. В случае несчастного ЧП, пожара, то есть жильцы должны выходить через эту дверь. Соответственно, жилец, установив эту дверь, он нарушил все правила пожарных норм и препятствует эвакуации людей. Данная дверь будет сноситься. Шанс вселиться в квартиру и оспорить сделку был, говорят юристы, если бы Рустем сделал экспертизу. Важнее всего в тот момент было доказать то обстоятельство, то, что его мама не понимала, что происходит. И это в силу закона происходит только одним способом. Нужно было назначить экспертизу. И врачи могли бы подтвердить, понимала, либо же не понимала. Это было бы основанием для него приобрести вот эту 1/2 долю, на которую он претендует, в порядке наследования. Но время уже прошло. Если мужчина добровольно не освободит коридор, управляющая компания вправе вызвать полицию. Рустем на переговоры не идет, даже несмотря на то, что жилищники предложили ему служебную квартиру, если он устроится к ним дворником. Мне на жизнь хватает, я сытый и все, доволен этим. Я вообще доволен жизнью. Все, вот просто вот эта сволочь не дает спокойной жить, и все. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.